дальше изучить. Ну вот самый простой там пример, слово «брат», всем известное. То есть надо сказать, что в языках очень хорошо смотреть на какие-то базовые, корневые понятия, брат, сестра, папа, мама, день, ночь, счет, да, то есть это те вещи, которые, скажем так, закладывались когда-то в самой древней древности. Потом уже понятно, то есть даже по тому же самому русскому языку, там мы можем посмотреть, сколько слов заимствованных было за последние 100, 200, 300, 1000 лет, да, но такие базовые корневые понятия, они зачастую имеют очень похожие звучание. Например, да, там славянские языки понятно, там польский, сербский брат, он и будет брат, по-английски там brother, по-немецки bruder, французский frère, и вот даже таджикский, это бородар, да, тоже, казалось бы, по-индийски это будет на хинди пхай, примерно так. Ну, дальше вот список, опять же, не будем